Любой гражданин Российской Федерации от 18 лет и годный по состоянию здоровья имеет полное право поступить на военную службу по контракту и получить социальный пакет и финансовое обеспечение. Для Республики Ингушетия, как и для многих регионов, в этом году выделена определенная квота, которая позволяет получить возможность поступить на военную службу. В военном комиссариате Ингушетии ждут желающих связать свою жизнь с военным делом. Российская армия на особом счету у государства. Именно поэтому военнослужащие по контракту получают все денежные довольства, возможность бесплатного проживания и последующее приобретение жилья. А самое главное – карьерный рост. Сегодня во всех существующих рядах вооруженных сил России есть возможность заключить контракт и получить полноценную работу. Что необходимо сделать для того, чтобы поступить на военную службу? Это обратиться с заявлением или же подать заявку. Можно в электронном виде обратиться. Можно им подойти в военкомат по месту жительства или же проехать на пункт набора по контракту в Владикавказ по адресу Титова 5. Пишут заявление. Там проверяют документы, оформляют все. Если он уже прошел здесь у нас комиссию медицинскую, признан здоров, отдает все эти документы, с ним побеседовали, и его включают в проект приказа. Президентом России Владимиром Путиным принято решение в 1,5 раза расширить российскую армию и технические возможности. Именно поэтому регионам России предоставлены места в квоте гораздо больше, чем в предыдущие годы. Тогда многие желающие из-за ограничения мест не смогли заключить контракт. Сегодня система намного упрощена, и необходимых документов совсем немного, а наличие военного билета не обязательно. Ребята, которые идут по контракту, заключая контракт, еще раз повторюсь, от года до 10 лет, они закончится операция. Будут они в ней принимать или не будут, это один вопрос. Те, которые по мобилизации, они именно для этого призываются. Те, которые по контракту, это, опять же, у нас есть и воинские части, которые находятся в пунктах постоянной дислокации. То есть кто-то остается, чтобы обеспечить там какой-то процесс. Есть те, которые откомандированы, допустим, будут куда-то в то же самое именно что для выполнения обязанностей в точках горячих каких-то. Но, опять же говорю, тот, кто по контракту закончилось, он спокойно продолжает работать. Дальше захочет продлить контракт, может продлить контракт, нет, имеется, он может уже по завершению контракта уволиться с военной службы. Контракт на военную службу заключается от года до 10 лет. Важно отметить, военная служба мобилизованных граждан и служба по контракту немного отличаются. К примеру, мобилизованный после завершения поставленных задач увольняется и приезжает домой, а военный по контракту строит свою карьеру. У нас есть и воинские части, которые находятся в пунктах постоянной дислокации, то есть кто-то остается, чтобы обеспечить там какой-то процесс. Есть те, которые откомандированы, допустим, будут куда-то в то же самое именно что для выполнения обязанностей в точках горячих каких-то. Но, опять же говорю, тот, кто по контракту закончилось, он спокойно продолжает работать. Дальше захочет продлить контракт, может продлить контракт, нет, имеется, он может уже по завершению контракта уволиться с военной службы. Очень много достойных сынов нашей республики, которые исполняют свой воинский долг и ответственно подходят ко всем вопросам, связанным именно с исполнением воинского долга перед своей отчизной. Большое внимание военнослужащим уделяет глава Ингушетии Махмуд Али Калиматов. Руководитель региона распорядился выделить такой категории граждан определенную региональную помощь. Главой Республики Ингушетия Махмуд Али Мышиповичем принято решение о том, чтобы каждому, кто идет на военную службу по контракту, выделять земельный участок на территории нашей республики и сумму в размере 100 тысяч рублей. Также выделяют необходимое, имейте в виду, для комфортного прохождения военной службы вещевое имущество. Это как там, сапоги, палатка, спальный мешок, подстилка под спальный мешок. То, что в первую очередь необходимо военнослужащему. Список желающих поступить на военную службу формируется. Всех желающих приглашают в военные комиссариаты по месту жительства. На все вопросы от граждан идут исчерпывающие ответы. Рина Цычоева, Джамалил Султыгов, Новости 24.